Ну, тележка уже стала нашим третьим персонажем главным. Конь был партнер, тогда тележка. Ну, мы рады, что она выдержала до последнего дня. Бат это давно, да? О, порядок. Дарюш, нормально соскочили? Нормально. Чуть-чуть неожиданно. Ну ладно, хорошо, не на ходу. Потому что дороги очень ям много, и она такая, ну, хрупкая, эта тележка. Постоянно надо было ремонтировать. Как наш дом получился уже. Дом на колесах. Я впервые боюсь коня. Я работал в конюшне, когда был 16-17 лет. Хорошая лошадочка, старая, но умная. Да, умная. Простым рабочим подрабатывал. Чистил, кормил, мыл в реке, ну и так далее. А один есть бык. Такой, он не хотел уходить. Другой вопрос. Как раз художник, сам актер у нас как бы художественные навыки не имел, и основные вот зарисовки, эскизы вот, делали вот, потомки самого Ивана Васильевича Попова. Иван Попов младший, он вот как раз делал «Мадонна Лито» картину. В кадре она очень хорошо у нас заявлена. Вот, картина, копия тоже «Шаман». И вот портрет нашего врача и Чаран тоже его, все его эскизы. И в альбоме эскизы некоторые вот мои зарисовки были местами. Вот. И на то, что вот карандашом местами, то, что он рисует, это он, ну, вот, актер Дариус сам тоже местами рисовал. Если говорить об уникальности проекта, то она в самом герое сценария, герой фильма, это Иван Попов, который сам по себе был уникальной личностью, да? И наш второй герой Степан Бересиков тоже уникальная личность, человек, который страдал летаргическим сном. Это было на самом деле. Личность Ивана Попова, она такая обширная, что мы даже, наверное, не смогли все охватить, все показать, все, что интересно. Если
это все пытаться впихнуть, это получится сериал. Поэтому для такого фильма мы взяли очень небольшой отрезок времени, но структура сценария вот отличается от остальных тем, что это какие-то мини-новеллы, но они основаны по мотивам фотографий самого Ивана Попова. Вот особенность этого фильма. Поэтому его поклонники его творчества будут, я думаю, счастливы, потому что будут узнавать героев его фотографий. И весь фильм как-то через его призму, что ли, через призму его взгляда на жизнь, на ту повседневность, которая тогда была. Персонажи на его фотографиях, они очень живые, из разных социальных слоев. И как будто каждая фотография о чем-то говорит. И вот я попыталась расшифровать и придумать отдельную историю про каждого персонажа. Вот, посмотрите. И в конце фильма, в финальных титрах мы включим эти фотографии, и будет очень интересно сравнить, что получилось. Исторические фотографии и наша интерпретация. Все-таки это художественный фильм и очень много вымысла, но в то же время визуально мы старались очень скрупулезно работали, чтобы соответствовать тем изображениям, тем фотографиям, которые нам оставил Иван Попов. Довольно. Есть! Не только фотографии, но еще и картины были реконструированы. Особенно греет душу картина, реконструкция картины Кучу Иван-Чай. Очень красивая картина, по-моему, незаслуженно неизвестна широкой общественности, но если вглядываться, изучать эту картину, она очень красивая. И сам замысел, и исполнение. И вот когда мы все это восстановили в кадре, отсняли прямо мурашки от этой красоты. Вот. Весь фильм он крутился вокруг красоты, темы красоты. Специально говорили об этом, что должно быть чуть-чуть красивее, чем обычно принято. Да? Не так серо, не так убого, а чуть-чуть ярче, чуть красивее, потому что все-таки это фильм про художника. Вот. Не только про художника, но еще и этнограф. Большим подспорьем послужила книга, каталог, называется «Материальная и духовная культура народов Якутии», по-моему, 19-20 века. Это на основе музейных экспонатов. Том 1 в основном музее Америки, и том 2 музей Германии. И как только я узнала, что существует такой каталог, я сразу стала за ним охотиться, потому что подозревала, что могут быть следы Ивана Попова, потому что он много работал над сбором этнографических материалов, и известно, что он через фирму коллекционера Александера отправлял якутскую коллекцию в Германию. Поэтому я надеялась, что в этом каталоге найду его коллекцию. Оказалось, что в каталоге, к сожалению, имя Попова не указано нигде, потому что он работал через посредника. И везде написано, что поступило от антиквара Александера. Вот. Мне стало очень жалко, обидно, что такой труд, и его имя нигде не указано, Попова. И я стала отчаянно искать.
на его фотографиях предметы и вот в этом каталоге. Искала. И вот нашла совпадение украшений с колокольчиками. Вот. И это меня так увлекло, захватило, что я даже на время не смогла работать над фильмом, только копалась, чтобы выяснить, точно ли это украшение, которое отправил именно Иван Попов. И вот ну, в итоге выяснилось, что да, действительно, и даже не только один предмет, а 4 предмета из каталога. Это вот, ну, бастыга и линкалинквихдах, то есть начальник с нагрудным и наспинным украшением. Один предмет, второй предмет это гривна с боковыми подвесками. И еще 2 предмета это такие поясные украшения тюксина. Вот 4 лота, нумерации последовательно в каталоге, то есть они вместе поступили. И я эти предметы нашла благодаря фотографиям Попова. Оказалось, что он где-то это приобрел, и на нескольких моделях, девушках, одежда меняется, девушки меняются, а украшения одно и то же. Потому что, видимо, уже на тот период это было какое-то уникальное украшение, старинное, поэтому он вот хотел запечатлеть его как можно больше. И вот ну, такая исследовательская работа началась. Я начала всем рассказывать, и вот нашла союзников в лице театра Лунхо, которые согласились все это профинансировать, проспонсировать. И ювелиры из художественного училища согласились все это изготовить из настоящего серебра. И вот наша гордость, то, что по результатам наших съемок, нашего фильма в Якутии воссоздано вот это великолепное украшение. Так, по каждому предмету, по каждому эпизоду что-то уникальное происходило. Исследовательская работа, очень много работы художественного отдела, реквизиторы, бутафоры, что-то восстанавливали, что-то находили. Особенность в том, что мы, художники, разделились на 2 группы. На строительство было очень мало времени. И прям во время съемок вторая команда уже бригада строила. Вот. И одновременно первая бригада тоже готовилась к съемкам. Вот. И в этом плане нам очень помогли сами работники музея Татинского, Кадаи, Черкях, Сотинского музея, Мегина Канкулявского. И также большую благодарность жителям населения, которые отзывались. Особенность вот съемок как раз-таки заключалась именно вот в погодных условиях, как раз вот пожары вот в это время. И мы искали вот красивые локации, и как раз когда вот снимали вот натуру, как будто бы погода нам это дала нам, ну вот небо открылось. Это было, можно сказать, большой удачей в этом проекте. Вот. И то, что вот местами туманы, это тоже как-то сыграло, я думаю, сыграло свою роль. Вот.
Наш искусственный дымок. Жух. Ну, чисто вот в натурных локациях, даже вот у нас в Якутии вот нетронутые места находить очень редко, потому что вот в основном вот там, где мы хотели снимать, там в основном сенокос проходит. Ну, вот, дороги проезженные современными транспортами, вот все равно везде проглядывались. И именно находить вот то, что обычную дорогу, это тоже было такой, ну, тоже поиски. Нам дали задачу, чтобы мы вот скрыли следы от протекторов шин на дороге. Была одна сцена, телега должна была сломаться и колесо должно выпасть. И вот когда мы смотрели по кадру, у нас на дороге было видно следы от машин, колес и так далее. Дали задачу скрыть, не показывать, что здесь проехалась машина. Сложность была в том, что уже вся дорога была твердая такая, и мы пытались чем угодно, там лопатой, палкой. Чем могли. И даже пинали ногами, как-то пытались все это спрятать. Ну, думаю, что мы справились с этой задачей. Наверное, не будет видно, но надеюсь. Большую лепту внесли сами музеи. Вот, то, что по реквизитам одалживали, много бутафорию сами изготавливали. Вот, команда художников бутафоров на ходу все это изготавливала. Нет, туда не ложите. Давайте сюда. Дай-ка. Принимай работу, они уже готовы эти? Ага. А вот эти, я с Семеном поговорила, он посмотрит по цвету, какие подойдут. Ну, потемнее, посветлее сделать. А почему мы сразу там... они краски. Вот этот стоял, и на него капала вода, он сразу белым стал. Я же без грунтовки покрасила их. Mana balara tutullan антуйдарын бастан ата в основном малаган анда бумана караларын костарны ме ястырнан бера. Бу обычно это морилка, она лана то дополнительно обработка морилка. Потому что я бы морилка нам бедна таха магазиндан лас покурдук пола. На бихена тутулла дер бедре олуфтах. Олихен бихе бу харавна бардаве колеревен бу жухинен эрге курдук олан бедут. Кстати, вот объем сделала. Они сейчас вот покрашены как новые. А мне им надо придать несколько лет. Поэтому вот сейчас смешиваю серую краску, чтобы пыли добавить как бы. И пробуем на одном из них. Сейчас буду пробовать на этом цветном. А вот это изначально они вот так выглядели. Получается, резала по размеру и клеила строительной пеной. А потом вот сверху прошлась шпаклевкой, чтобы они окончательно все зазоры закрыть. Зазоров было много. И потом вот покрасила их обычной краской, можно сказать, фасадной. И теперь надо добавить, чтобы не было такого нюанса, что все умерли в один день. Надо добавить всем разные,
по время добавить. Тут, например, 3 года, там, например, 10 лет. Поэтому у них должна быть старость по-разному. Вот стою, думаю, как это сделать. Впервые пробую. Это вот серой краской. Сейчас буду брызгать. Вот краскопультом он у меня готовый лежит. Будет шумно. Остальное все сперва буду пробовать на этом. Это самый первый пробный у меня. И я его в городе сделала, в Якутске. И он недавно приехал, поэтому он не покрашенный стоит. Успею, буду красить. Если не успею, то оставлю таким, какой есть. Может, черным просто покрашу. Зависит от времени. Ну, теперь пробуем. Сейчас, наверное, еще нужно одну придать. Она еще не высохла до конца. И можно детали вот так сделать. Как бы. Это вот пожелание режиссера, чтобы детализация была. Но я сама люблю детали делать такие мелкие. И при этом я должна это все делать быстро, потому что времени уже в обрез. Так смотрит, да? Да, она вот так смотрит. Ага. Вот так ровно, только не смей. Вот этот крест и вот эту могилу с перемычкой. Так. Все, давай. Нательный? Нательный? Вот этот. А вот с этим. Мы меняли местами, они одно большое пятно вылазили. Бу, да. Бу на буде. Да. А то вот туда давай. Бучеватый костерди, бучеватый. Может, что-то уберем и оставим для рельсов. Вот, отфактуренный пустой. Да. А, вот этот? Не. Ангел потом. Да, вот в углу. Вон тот дальний. Да. Он ниже, да? Он вот. А поменяй местами. Это сильно, да? Бұл ана пластика деген материалтан. Это бағым нағыз пока туыққа уғалықпен. Атақ формаң ұрдым. Туық кені, ұтарға кені. Ана бұл ана бұл глинаға білеген. Глина таптым. Ол глина бұл бұтақ гипс. Бұсықы крепкай де. Ана бұл ана білеген бұл бұқыян барамын. Bukan behel mana katarin kita hel. Kurdabu. Kurбудын ганиттан mana свинец улларын кутуктакпын. Ата это долгий процесс. Ана эки форманың уруктакпын. Ана свиньяны очертатарымды. Гипсом ажаматалана. Ана бу чарасы экономиялыгым бата. Кеннекеме тухарың махуллуктагы болу жемин. Бата катарыны ордин бу. Ini khususnya kenal mana? Bukan nabdil tuh nabu formal manak. Bu uruh dahi, bu uruh yang berta manak.
Эти только халыхтах гипса. Каппатын гата кыстан бут. Онна ал сибине цуларан баран кутабын. Бу чисто алак бара булу хаттан кыллан тахыллан оңолду бут. Деталька мына бу атагар аяныкта. Оригиналлана мына атарга булуктак битөги. Мына бу деталькалар оңоллалыктар. Мына бу основа тара тахылды бутабы пока. Аны мантан ки халларан. Хахан хаян. Морти, я робот-фотограф, не обращайте на меня внимания. Почему и говорил, что это прикольно? Да, да. Так, а теперь самое веселое. Футорки. У нас также были сцены с пожаром. Вот это уже второй опыт пиротехники. Вот первый пожар, который мы строили в фильме «Чи», вот пиротехники, те же пиротехники соблюдали все техники безопасности. И там Он у нас черным цветом загорится. мы немного обманули по масштабу. Если рассказать немножко секрет этой локации, то на самом деле она чуть меньше оригинала по размеру. Вот. И чисто вот соответствие вот масштабов издалека самой даже интересно, как на экране смотрится. А вы просто пропитали его? По кругу кутанкасы. Бу балаган. Бу балаган. Ну вот у нас сейчас идет подготовка к управляемому пожару. У нас в кадре должен гореть вот этот старинный балаган, где по истории засела какая-то страшная болезнь, то ли оспа, то ли тиф, не знаю. Но его поджигают. И вот сейчас ведутся работы. Конечно, жалко, когда мы все это как по-настоящему строили. И сейчас вот за пару часов его не станет. Но идет подготовка с профессиональными пиротехниками. Сейчас идет пропитка. Все вроде как готово. Ну, через минут 20-15 камера должна включиться. Так что ждем. Камеры. Мы включаем камеры. Актеры уже стоят на точках заряженные. Я не вижу Ленчика. Погон включил Олег. Еще раз спрашиваю, ребят, камеры готовы? Камеры готовы, ребята, дайте нам 30 секунд. Барым. Лена. Башкан, кенник. Рубашку поправь сзади. Вот жестко думать. Он на камера. Надя, выходи из кадра. Да, что тут? Обратка пока. Сразу
Проверим, что по фонам. Вазик убираем срочно, Камерваген. Бегом убираем. Это не Камерваген. А что это, чей Вазик? Дядя Володя? Дядя Володин Вазик, убираем. Телегу убрать, да? Есть! Телегу. Телегу не видно. Убираем Вазик. Да, да. На пистолет? Так. Мотор. Камера. Идет. И по эскизам была сложность, то что хорошо, когда вот с нуля делается эскиз, да, полностью вот под персонажа, под историю в целом. А когда ты вот делаешь эскиз, вот ищешь вот по локациям, которые уже есть, и ты пытаешься понять именно вот этот объект может подойти или не может, как бы именно по то, что по фактуре, по объему. Также нужно учитывать то, что чтобы съемочная команда тоже там помещалась. Вроде бы кажется, что вот объект подходит, но объем совсем маленький, что даже оператор и режиссер бы только поместился. Конечно, хотелось вот в павильонах снимать, вот, но в музеях особенность в том, что у них там свой дух уже есть. И вот как раз дом врача, когда вот снимали, тоже, казалось бы, тоже большой объект, но все равно, когда заходишь в съемочную команду, то оказывается не такое большое помещение. И в этом и заключается вот трудность именно подбирать именно дома. Не ты как бы создаешь, да, вот атмосферу, а вот исходя из того, что есть, создавать место для наших героев. Давайте снимать. Может, сейчас, подождите-ка. Так, у нас в фильме сколько? 4 коня снимались. Первые 2 коня это были, которые первые дни, когда мы еще снимали в Татинском улусе. Первый конь к нам приехал с самого Самги. Там целый день наш водитель Денис привез. И второй конь был из Татинского улуса, с село Черкаха принесли. Немножко дали мне ответственность за этих коней, потому что я сам с детства с конями дружил, смотрел за ними, и вот все эти 4 коня с конями мы с Иваном следили, чтобы кушали, чтобы телегу носили и так далее. Лопата. Я ему помогал, чем мог, и мы следили за конями, за 4 конями. Баран!
Голубай! Настя! Я була. Hadi. Hadi, bak. Съемочная группа, Тёма. У них уже не ловит. Ну, сами животные, как актеры, сложно, потому что они специально приученные животные. Они сами делали свое дело, мы просто их направляли. И всё. Поэтому вот, животные это вот актеры непредсказуемые, можно сказать. Да, бабусь. Раз. Так, у нас еще какие животные? Собака была первые дней. У нас с первых дней была собака такая веселая. Как? С бровями. С левой стороны. И вот за этой собакой, когда у нас был зуб чистовой, поэтому сложно было, потому что мы всю ночь снимали, и собака все время лаяла. И, сказали мне, иди успокой собаку. После ночной смены, ночная смена, я уставший, уснул вместе с собакой в тот день. У собаки была задача, чтобы она не убегала, когда мы поднимали на крышу балагана. И там была девушка с нами, Кира. И ее друг, собака, должны были подняться наверх. Это как бы была по сценарию, по сюжету. Когда мы начали снимать, собака все время убегала, то выпрыгивала с крыши. И поэтому нужно было как бы держать ее на поводу. И вот, если в кадре можно вот такое, наверное, даже... Мы снимали, операторская группа, сама камера снимала снизу, и Кира была наверху с собакой. А вот сзади них я лежа держал собаку. Лазарь ты, Лазарь. Молодцы.
говори, надо соблюдать тишину. Этот микрофон сдалека вообще много всего берет. Запись пошла. Открытая местность, кругом лес, саранча, мошкара, ну и природа. Восемь. Вечерний лес рядом с гробами. Возможно, будут духи. Ладно, шучу. Август месяц. Так, запись пошла. Тишина около речки. Обрыв. Рядом с обрывом, сзади лес. Водовозство. Там арбитада. Было. Все плохо. Не, ну трактор этот, конечно, просто шикарный. Нет, а именно когда вот начинаешь. Снимали в селе Черкёх. У нас играл еще теленок маленький. Бабусик, не бойся, дурёнок. Переходим к восьмерке на Дарью. Гиллера. Камера вот. Готово. Идет. Как я уже заранее говорил, что у нас звук чистовой, и вот в одной сцене вот теленок не было. И вот за фоном он все время мычал. И вот дали мне тоже, ну, чтобы я ее успокоил. И вот также, вот уже второй, кажется, ночная смена была. Поэтому такой уставший тоже, извиняюсь, уснул вместе с ним. Подольше до реплики, чтобы он постоял, мана себе накидала, вот это было волосура и Оран, дядя Закара, Оран. На, держи, дорогая, молодец, молодец, это тебе, это тебе. Да, где-то.
Well, такие как. Uga gillerin, enne tutuqa. Butaanlık. Жестко страдает. Ай! Замучался, Серега, ты. Папа. Иди рано. Ай! Алгас. Ох. Бар. Ага, пускай нема. Иди, я в такси. Воскус. Дима, новый печенье. Ну, сейчас чуть-чуть оставим, да? Давай мой термин. О! Специально из Москвы вот телега даже заказывали. Вот в этом плане. У нас в Якутске есть, которые изготавливают телегу, но они по цене оказываются очень дороже оказались, чем то, что можно будет заказать с другого города, и плюс даже вот с доставкой, и то у нас дороже получалось. В самом фильме у нас было 3 телеги. Это первая телега самого нашего Ивана Васильевича Попова. Вторая, это которую мы каждый раз по сцене меняли. Сперва была шаманская. Вторая для магазина просто поставили. Это вторая телега. И еще где-то в некоторых сценах мы каждый раз меняли его. По виду, меняли. Бока меняли и так далее. И вот была операторская телега. И вот та третья телега была задача в том, что сам оператор со своей камерой, операторская группа, крупными планами снимали, как Иван Васильевич Попов с другом своим Степаном, они бродили по городам, по деревням, по улусам. Первая телега была для меня самая сложная, потому что для первой Ивана Васильевича Попова, для ее телеги мы сделали навес. И сперва мы думали, что хорошо, не сломается. Но у меня навес сломался. Каждый раз, когда она каталась, она все время ломалась. И все нервы туда уехали у меня. В некоторых местах было видны наши шурупы, а в те времена шурупов точно не было. Поэтому прятали как могли. То намазывали, то пластилины, то даже специально чопчики сделали, чтобы сразу скрыть. Но чопчики все равно были видны, но не то чтобы сильно, а просто у меня закончились чопчики, и поэтому намазывал грязем, пластилином и так далее. Вечерами, ночью иногда я чинил свою телегу, а на утро было нужно на локацию ехать. Телегу нужно разобрать, там убрать колеса, низ и саму раму. Во время транспортировки она тоже ломалась. И каждый раз все ломалось. Все ломалось, что сказать. Каждый раз, когда у нас
была другая локация, ну, далеко от самого базы. Мне нужно было ее разобрать, как автомат Калашников, разборка, сборка автомата. У меня на все прошло, все уходило, ну, где-то 5 или 10 минут. Первый раз у нас прошло где-то час, как обратно собирали телегу. Потом со временем мы поняли, что какую часть не убирать, что оставить, таким же бортовым оставить. И каждый раз мы убирали колеса, сам низ и так далее. Раз, два, три. Всем привет, меня зовут Николай Татаринов, я и мой напарник Сахаян Петров, реквизиторы фильма «Не храните меня без Ивана». События фильма происходят в 1910 году, поэтому главной задачей реквизитора было воссоздание быта и особенностей жизни того периода. С точки зрения наполнения локаций, игрового реквизита, фильм сложный, на мой взгляд. Только в самом начале процесса сбора реквизита еще в городе для фильма общее количество, даже не количество, а наименование реквизита ушло за более чем 300 единиц. Если считать количество, то еще больше. На данный момент у нас реквизита порядка 400-500 экземпляров. Ну, самое интересное, наверное, это личные вещи главных героев. Главный герой нашего фильма, как уже всем известно, Иван Попов. Замечательный художник, фотограф, местами даже врач из Татты. Естественно, частью фильма было это многочисленные атрибуты его деятельности. В том числе вот мы купили современный этюдник, но он сделан под старину. И наши бутафоры, наш художник-постановщик Сарглана Скрябина сделали фактуру данного предмета. Вот можно посмотреть поближе. Вот эти все краски, это на самом деле купленные под проект фильма краски, но мы их всех зафактурили. То есть трудно, наверное, отличить от того, что... Точнее, даже не отличить, а сказать то, что вот этим не пользовались никогда. Вот. Вторым интересным реквизитом нашего фильма является фотоаппарат Ивана Попова, которого в фильме вы неоднократно, наверное, замечали. Это фотоаппарат фирмы Globus, немецкий, как раз того периода. В данный момент он находится практически в рабочем состоянии. Сохранность просто отличная. В принципе, тут не хватает только оригинального стекла и кассет, и химических реагентов. И в принципе он и сейчас может снимать. Полностью все работает. Фокусировка, диафрагма, все в рабочем состоянии. Даже штатив, вот видите, какое тонкое дерево, он до сих пор работает, ничего не отвалилось и пережил уже большую часть съемок. По-моему, это просто супер качественная вещь. Стоп, это? Ну, блин, конечно, сзади бензопила. Тут вообще парилка. Бензопайл. Переходим. Здесь мы разложили часть реквизита, который тематически можно разделить на оружие и инструменты. Ну, наверное, самое интересное, что вы видели в фильме, это сабли казаков с постоялого двора. Сделаны нашим бутафором Аней. Вот, это полностью дерево покрашенное. На мой взгляд, смотрелись в кадре отлично. Что здесь еще есть? Начиная от традиционного якутского оружия, лук, до винтовки Мосина. Вот. Есть казацкий нагайка и кнут. Есть якутские ножи, часть из них, бутафорские и так далее. Внимание. Начали. Где могила? Там. А Степан где покойник? Так закопали уже. Ира. Ира, Попов! Попов, погоди! Я думаю, Рано снято. подняла, да? И не видно? Тёма, как? Да, есть. Снято!
Обратка? Нет, укрупнимся, потом обратка. Укрупняемся, потом... Аңғары, билярыға атастас бұдыры. Балба ойым. Ой, да? Еще тогда. Здесь у нас представлена кухонная утварь, которую вы могли видеть в разных сценах фильма. Здесь есть как предметы якутской традиционной утвари, вещи обрядовые. Есть настоящие музейные экспонаты. В фильме нам очень помогли сотрудники музея, которые мы снимали, в том числе это Ходайский историко-литературный музей, если я не ошибаюсь. Большое спасибо Александре Постниковой за всевозможную помощь. Мы снимали на территории музея Черкеха. Практически большинство локаций именно интерьерных, это по-настоящему исторические памятники. Большая честь и большая ответственность было снимать в этих объектах. Мы постарались сделать все красиво, грамотно и безопасно. Вот. Что еще рассказать? Здесь у нас столовое серебро, разные нарды. Вообще нам в сборе реквизита очень помогли музеи, в том числе и Якутска. Потом вот черные 5 ходов. Для съемок фильма мы использовали исторические экспонаты из различных музеев, покупали у коллекционеров города Якутска, вот, и заказывали специально у мастеров. Вот один из наиболее, на мой взгляд, интересных экспонатов, специально заказанных для фильма. Это куклы ручной работы от нашей мастерицы из Якутии. Сделаны они по образу, даже не по образу, а подобию, а практически идентично куклам, которые представлены в иностранном музее. Вот. Это действительно сделано даже из материалов именно того времени. Вот. У нас мужичок, его подружка. Вот. И кукла Фамуси. Немножко потрепалась на съемках. Кира, привет. Это кукла, которую дарит в конце Иван Попов своей дочери. Здравствуйте. Сегодня у нас будет АСМР. Конфетка. Чувак, налево прибор. Вот такая конфетка. Андики вот так, наоборот, эти ампарда вот таудики. Во, майгната, доктора. Тирамису. Нормально, все хорошо. Тебя кусают мошкара? Мошкара кусает? Нет, нормально. Тебя кусают? У главных героев нашего фильма Степана Бересека и Ивана Попова очень много личных вещей, которые они возили с собой на протяжении всего фильма. Можно узнать рюкзак-понягу Степана Бересекова. Вот, это кожа. Это портфель Ивана Попова. Здесь его рисунки, бумага и так далее. Сумка Ивана Попова, из которой вынырнул чай. Чего еще только не выныривали. Кумусный бурдюк Степана. Что еще? Ну, это, кто смотрел фильм, может узнать. Крест Февронии. Вот. Это собственность Якутского художественного училища, которое они нам одолжили. Личный дневник Ивана Попова. Тоже неоднократно появлялся. Кошелек Ивана Попова. Почему он такой огромный? Потому что в тот временной период деньги были огромные. Вот, это у нас что? Это у нас 50 рублей царских. Огромный. Что здесь еще есть? Трубка Ефима, хозяина постоялого двора. Накурился. Часы главных героев. Это нож Степана Бересекова. Он же и личная вещь нашего режиссера Любы. Вот.
Что еще есть интересного? Это чайная пара Ивана Попова. Специально сделана. Давайте посмотрим. Завязочки. Здесь у нас чашка и блюдце. Вот это футляр от фотоаппарата. Это тоже принадлежности фотоаппаратной. Внимание, зрители! Сегодня мы расскажем, как разлаживать колбасу. Сначала вы вот так вот разлаживаете хлеб вот такими вот дольками. Потом также вы разрезаете колбасу точно таким же, отрежем, точно такими же мы дольками. И так вот раскладываем, как делает наша повариха Алена. Вот сейчас она будет раскладывать здесь колбасу. Дима, мне тоже. Воровать с места нельзя. Спасибо. Это тоже обрежем. А это? Вот так вот все раскладываем. Осторожно. Как надо пробовать на вкус этот одуванчик? Давай. Выйди до конца, по шагам. По-моему, чуть быстрее получилось. И так более спокойно. Снято. Оксана. Коля, надо, чтобы не артисты, а ты плясками занимался. На длинном кадре снимаешь. Что делать? Тренировочек. Раз, торопимся. Приседаем до конца. Раз. До конца нельзя. 4. Раз, 2, 3. Закончили. Тикток надо включить. Да. Тикток. Манера, это хобамбера. Рома, ты где? Для этого фильма нужно было одеть более 150 человек, это включая героев, разных персонажей, людей из массовки, детей. Вот. И, наверное, сложность состояла в том, чтобы найти, поскольку это как бы реконструкция, даже не знаю, как правильно назвать, воссоздание образов, фотографий, с фотографий знаменитых, да, Ивана Попова. И вообще вот то время, начало 20 века, когда еще очень многие носили и старинную одежду, и появлялись вот у таких вот людей и европейская была одежда, носили, да, такой вот микс. И найти именно ткани, которые по фактуре подходили бы, потому что многие ткани сейчас с очень большими добавками синтетики, они даже вот и в носке, и по фактуре, они совершенно другие. Вот. И натуральные ткани, те, которые были в то время, да, лен, там, шерсть, это, ну, в общем, максимально попыталась я найти похожие. И мы с моим ассистентом Марией Ивановой попытались тоже, опять же, когда эти костюмы были готовы, зафакторить, чтобы, во-первых, и поношенный вид создать, и чтобы они интереснее смотрелись, более натурально. Вот. Разные образы, герои совершенно разные. И вот эта вот поездка, движение, нужно было, как бы это правильно сказать, создать вот атмосферу, такой воздух, да, того времени. И работать в пару с художником-постановщиком. Потому что воссозданы, созданы, построены очень интересные декорации. И чтобы все смотрелось очень гармонично. И люди, которые, надев эти
костюмы, они чувствовали себя очень комфортно, чтобы у них не было неудобств никаких. Хотя сперва, конечно, они немножко смущались, но они говорили, да, хорошо, потому что в этих широких платьях они себя начинали чувствовать совершенно и двигаться по-другому. Сюзи, после этого в жены надо брать, что ли? Вот. И не только вот старинные, да, костюмы. Вот здесь вот мы сделали это вот такой вот костюм. Ну, правда, детский, это мы сделали для, ну, молодой женщины, скажем, да. Сохранился образец в музее Германии. И увидев фотографию, я просто очень обрадовалась тому, что можно это повторить, и это увидят многие. Здесь вот не только, самое еще трудоемкое было в том, что не пошив вот машинный, да, мастер может быстро все это сделать, шить, но везде у нас идет имитация ручного труда. Все это вот здесь вот поверх всех швов здесь идет ручная. Видите, да? На самом деле эта ткань с изнанки, лицевая, вот она вот такая вот, она ярче, да, намного. Но нам больше нравится вот это, потому что сразу идет такой легкий флёр, да, такой легкий поношенности. И плюс еще мы добавили, еще окрасили чуть-чуть. И опять же интересно, потому что здесь форма казаков, казачества. Это вот 10-е годы 20 века, когда у них еще была старая вот эта вот форма, сохранялась. У нее совершенно другой крой. И мы этого создали с мастером. Да как вы смеете? Так, держи его! Держи его, давай! Держи! Что ты? А вы не выдрали волосы. Парик верните. Снято. Ну, вот, и использованы ткани не только вот, да, хлопчатобумажная, но и вот тафта. Она переливается. Вот этот цвет, он необычный для героини. И я очень рада, что смогла найти вот эти вот кружева, которые очень похожи на старинные. Вот, и чтобы они вот были разные и по цветам, но в целом, чтобы они в цветовой гамме очень, чтобы смотрелись вместе интересно. Вот мужские у нас идут камзолы, немножко разные, да, и детские. Это, они немножко, вот на фотографиях, да, старинных Ивана Попова видно, что они немножко на вырост. Явно это с чужого плеча, либо это со старших братьев и сестер, либо даже, может, мамины. Для фотографирования быстро вот надели на этих детей. Так. И здесь вот тут вот видно все ткани, ну, цвета, скажем так, да. Я очень рада, что у нас, нам никто не отказал. Театр юного зрителя, Сахотеатр, Русский драматический театр, когда мы попросили у них для актеров, которые работают в их театрах, которые снимались, и дополнительные еще костюмы
со спектаклей. Они пошли нам навстречу, и они дали, еще одолжили костюмы для массовки. Так что я очень-очень благодарна всем театрам. Здесь у нас вот образцы беле лежат, да, это вот для торбазов. Мы успевали их менять, подшивать, некоторые еще пришитые, вот, и косоплетки, и серьги, как бы это один из типов кюрчах-тарха, они называются, да, форма вот эта лопатообразная. И чуть-чуть мы их так затемнили, чтобы они смотрелись более так реально, да. И было опять же интересно сделать одежду для священнослужителей. Рясы, подрясники и практически вручную быстро очень были сделаны. И патрихиль, 2 штуки, да, и поручи на 2 разных священников. На более высокого, высшего сана и там, в общем-то, для священника, который вот есть сцена, который прибегает в тюрьму, когда его вызывают. Это буквально за день было сделано, здесь уже на месте. Ага. Можете ответить, пожалуйста? Оттолкнуть? И здесь вот идет имитация ручной пошива, да, как бы жильными нитками мы светлые ниточки взяли и вот так вот тут прошлись по всем швам. Это вообще уникальный галстук, ну, так вот назвали, опять же, без харах, да, оберег, защита, и разные формы абсолютно, вот эти металлические бляшки, и круглые, и прямоугольные, вот разные формы, и квадратные. Кстати, вот какая украшенная вот была девочка, молодая женщина. Защищена. Угу. Так. И здесь вот тут тоже видно, конечно, это у нас героиня. Бабушка Кочука, соседки, главного героя. И здесь вот видите, да, тоже все подшито вручную. Вот все швы вот эти. Поэтому человек, который вот одевает актера, он сразу это видит, он чувствует. И здесь вот тоже крой, например, вот жилета, да, вот эти вот они цельнокроенные. Это вот старинные. А сейчас вот мы делаем их цельными. Здесь вот этого вот шва не видно на современных, да, жилетах. А в старинных это есть. Вот. И здесь вот очень интересный такой момент тоже, конечно. Вот эти металлические пуговицы очень-очень ценили, очень любили. И по-разному абсолютно их пришивали. И были люди состоятельные, они их делали из серебряных монет царских. К ним припаивали ножки и пришивали. Поэтому вот я искала, нашла вот такие вот плоские, похожие на монеты. Вот. И даже в этих детских тоже, видите, с Георгием Победоносцем. Это мне буквально подарили такую горсточку, узнав, что я ищу именно такие. Поэтому я очень-очень рада и благодарна людям, которые сделали такой шикарный подарок. Срочные новости. Сегодня бегала курица. Есть такая же маленькая щепетилька. Надо было посмотреть самостоятельно. Балетку тогда большую надо. Ну, пусть птички покурятся, да? Здесь бегала курица. Ее пожарили. Недопустимо! Снято. Это я готовил.
Кира Бабара. Что? Бабара. Кто Бабара? Кто Бабара? Я Бабара. Ты Бабара? Почему? Просто похоже. На какую Бабара? Я сиреневая Балбара, а это серый курятник. О. Если А вы почему снимаете, как другие люди едят курицу? Да? Надо маски. Тураган багалай. Тураган. Сейчас. По кадру поставь. Все нормально. А не, Миш, там спереди не надо, по идее. Жопку прикопали. Тут таймер это. Всем привет! Меня зовут Галина Семенова, я художник по гриму. Передо мной стояли задачи в этом фильме, наверное, восстановить образы, которые были сняты самим Иваном Поповым. И это было, конечно, сложно, потому что разница во времени, разница в том, что как-то, не знаю, персонажи были более современные люди, приходилось несколько состаривать даже некоторых персонажей, несколько портить, так сказать, внешний вид и создавать вот видимость того времени. Это было, ну, очень интересно даже. Сложности в основном выбор локации, места, да, то, что приходилось прямо на месте где-то быстро что-то добавить, что-то скорректировать, быстро реагировать. Какие-то идеи новые возникали прямо перед кадром, надо было восстанавливать несколько раз все, что мы делали. Ну, в общем, мне кажется, у нас получается и получится очень хороший фильм. Да, кстати, у главного актера у нас появляется даже не шрам, а след от удара кнута. Мы его придумывали тоже прям на скорую руку, но мне кажется, что он у нас получился намного реалистичный, потому что мы рассчитывали силу удара и оружие, чем бьют. И когда вот как надо было порвать рубашку, да, как надо было закровить прямо перед тем, как получается этот удар возникает, и восстанавливать каждый раз. Восстанавливать каждый раз в одном и том же месте, что у нас, мне кажется, получилось хорошо при этом. И еще у нас были раны у одной из героинь. Нам нужно было сделать такие довольно-таки реалистичные болячки, следы от оспы. И нужно было тоже каждый раз держать это все в порядке, красиво, реалистично. Мне кажется, что да, и это тоже нам удалось. Что мы тягнем на бапете? Вот это морщины. Не хотим добавить, да? У тебя глаза расположены. Не, мы клейдяга. Клейдяга. В принципе, было сложно, конечно. Волновался очень много. Смотрел камеры.
А потом уже все. Гримеры, у вас Потом есть сложности засолить нет. волосы? Летить стал. Привык уже к камере. Степан, ты мешаешь мне работать. Я не знаю, по-моему, да. Если попросят, если позовут. Ну, для меня лично физически уже 2-3 ночи, потом очень трудно переключиться на нормальный ритм. Дима, убей, иди брат. Миссия выполнена. Так что было, где вот снимали в церкви, уже Люба, режиссер, и другие женщины уже носили шоколадки мне, чтобы я засыпал в кадре, стоя уже. Потому что, ну, только из-за этого. А так ночью эти кадры все они красивые, интересные. Просто из-за рифма. Ну, у меня таких сложностей не было. Ну, привык уже. Ну, конечно, да. Да, думаю, что да. Сперва так... Привет. Привет, а потом как-то нормально все. Я и с Сашей, и вот с ребятами из операторской группы подружился. Satarı diyeğin eyeğe Cerkah Oluğun ıraktın Enmigin sılaktın Aymatın Sekibin kamunan Eyeğe diyeğin Cerkah Silayan eleyen Kupku yaz günlerge Yüreklerim soğuk Septülüğüm Min alasa ota Bolamın yüzgemin Gün kemleri Çepçettim O cerkah Oluğun ıraktın Enmigin sılattın Aymadın Sekibin komunan Ey hatiyeğim Cerkah Hey Sebebe diyelim Cerkah Молодец. Но вот кипяток это первоочередно. А потом поем. Ну, поставили. Оно Поставили, греется. балдежки. Все профукиваете. Такие мелочи. Каждый день. Нет, вот один бы день проработать, чтобы не было косяка. Хоть бы один день. Уже один съемочный день пошел у нас, а? А тя, які посіматимо прем'єрою? Така.